Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 6 мая, пятница, на часах в Якутске 19:08, и вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Как всегда, в прямом эфире мы принимаем ваши звонки. Номер телефона 35 33 10, вы его видите на своих экранах. И, как всегда, мы рады общению с вами. Сегодня у нас в гостях генеральный директор авиакомпании «Полярные авиалинии» Александр Евгеньевич Тарасов. Александр Евгеньевич, добрый вечер. Спасибо, что нашли время, пришли. Кроме того, Александр Евгеньевич – почетный работник транспорта России и отличник Аэрофлота и прочее, и прочее. Я не буду перечислять все регалии, которых очень много. Александр Евгеньевич, вторая серия из наших программ. Вчера вышла программа, посвященная вот этому фильму, который вышел на федеральном канале. И сегодня постфактум с вами хочется, во-первых, начать хотя бы разговор о том же самом. Вот смотрите, на той программе уже во время обсуждения, студийного обсуждения фильма, Олег Олегович Клим, зам руководителя Федерального агентства воздушных сообщений, буквально его цитата: «Региональная авиация без магистральной выжить не может. Компания «Полярные авиалинии» не занимается магистральными перевозками. Вы живете или выживаете?» Да нет, мы живем. Нормально. Да, живем устойчиво. То есть, значит, получается, может выжить компания с региональными перевозками без магистральных авиалиний? Я не могу сказать за всех. Понятно. Я могу сказать только за себя. Понятно. Что да, сегодня мы не выживаем, мы живем. У нас устойчивое финансовое положение. Мы работаем с прибылью. И у нас, в принципе-то, таких долгов, задолженностей, налоговых или зарплатных не существует. Но если говорить о прибыли компании, полученной в процентном или как угодно отношении в 2015 году, она есть? Есть. Она куда-то вкладывается? Да. Чуть подробнее. Куда, как, что? Во-первых, часть нашей прибыли уходит в бюджет, это раз. Часть уходит на развитие предприятия. Во-первых, вы знаете, говорить о каких-то миллиардных... О сверхприбылях, да. Да, о сверхприбылях таких больших, конечно, не приходится. Дело в том, что прибыль у нас не такая уж большая. Это за 2015 год 18 миллионов. Да. И говорить о каком-то развитии, чтобы там выделять большие средства, нет, конечно. Потому что сравнивать затраты, которые уходят на поддержание летной годности, это земля и небо. Какие затраты сегодня существуют на поддержание воздушного парка, который мы сегодня имеем у себя на балансе. Но все равно мы часть отправляем на развитие, часть уходит на социальное развитие, то есть для коллектива. Для компании тот факт, что есть прибыль, это очень много значит. Вы платите налоги, да. Вы оплачиваете соцпакеты плюс зарплаты. Да, да. Мы за прошлый год только потратили на уплату налогов во все бюджеты, это 600 миллионов. Вот наш вопрос закончился. Есть вопрос, мой вопрос первый, вы ответили, будем считать. У нас есть вопрос зрителя. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и задавайте ваш вопрос гостю. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я Андрей Кузьмин. Меня волнует такой вопрос, я бы хотел у вас узнать. Подскажите, почему у нас по местным авиалиниям, скажем так, со Скыла в Анабарский УЛУС у нас стоит улететь в 2 раза дороже, чем, скажем, Якутск-Омск, где расстояние в 2 раза больше и дешевле стоит? Спасибо вам большое за вопрос. Может быть, вы вкратце скажете, я просто поясню. Дело в том, что сразу после нашего выпуска начнется программа наших коллег, которая называется «Вокруг да около», где гостем будет Александр Евгеньевич Тарасов. И там по тарифообразованию он на этом вопросе остановится гораздо более подробно, чем в арене событий. Но все-таки. Если кратко. Дело в том, что все зависит, на каком воздушном судне мы выполняем эти рейсы. Со Скалах летает самолет Ан-24. Да. Есть предельные возможности этого самолета. Естественно, чем больше пассажиров и чем короче расстояние, допустим, то тем больше у тебя будет и доходов с этого. На трассе Якутск, допустим, Омск стоит, допустим, другой самолет. Емкость больше, пассажиров больше. Естественно, и доходов больше. Вот отсюда складывается вся эта тарифная политика. Дождемся программы, где вы более подробно об этом говорите. Много звучало в том фильме сравнений с временами СССР. И высказывались такие мнения, хорошо было бы вернуть там отдельное Министерство гражданской авиации. Вы за или против такого подхода? Вы знаете,
сегодня все ветераны гражданской авиации, которые раньше работали в советское время, то же самое говорят, что нужно создать свой орган, который бы занимался чисто авиационными делами. Ну, во-первых, не только деятельностью авиаперевозчиков, но и еще и производством, авиационным производством имеется в виду, то есть авиационная промышленность. Сегодня Министерство транспорта – это орган, который занимается всем – дорогами, речным транспортом, морским, железнодорожным, воздушным и так далее, и так далее. И, может быть, не хватает нашему министерству и усилий и рук для того, чтобы заняться конкретно авиационной. Александр Евгеньевич, спасибо. Мы вынуждены прерваться на рекламу. Вернемся после 2 минут. Мы вновь в эфире, и я напоминаю, что у нас в гостях генеральный директор авиакомпании «Полярные авиалинии» Александр Тарасов. Александр Евгеньевич, продолжим. Точнее, давайте будем завершать вот этот вопрос про сравнение с временами Советского Союза. Помните, там на программе вот на той прозвучала такая реплика, что тогда, во времена СССР, любая бабушка с козлом могла улететь из деревни в деревню, и ей это практически ничего не стоило. Сейчас бабушка с козлом из деревни в деревню может улететь или нет? Ну, у каждого же перевозчика есть свои правила перевозки животных и так далее. То, конечно, может, если этого... Ну, какой, в зависимости от размером еще, надо посмотреть. Да. А вообще, собственно говоря, возможности для этого есть. есть. Есть специальные перевозочные, ну, там, ящики, там, сутки и так далее, для того, чтобы перевозить животных. Это есть, да. Профессионалы, я знаю, не любят называть самолеты старыми. Они бывают самолеты для профессионалов исправными и неисправными. Во что обходится поддержание авиапарка? И сказывается ли это тоже на тарифах, кстати говоря? Ну, конечно. Ведь же поддержание летной годности, так называемой, да, это же тоже деньги. А откуда их брать? Ну, примерно так мы берем это и за счет кредитных средств, которых тоже надо как бы оплачивать, или собственные средства, которые ты успел заработать и накопить. Потому что сегодня ремонт воздушных судов очень дорог. Ну, давайте так вот будем рассуждать. Капитальный ремонт самолета Ан-24 приходится примерно в сумме 50-55 миллионов рублей. Вертолетов, тем более у нас не так уж много заводов осталось в России, но сегодня вертолеты обходятся тоже примерно где-то в 17-18 миллионов, а порой и 20 миллионов. Это капитальные ремонты. Деньги, естественно, берутся из того, что ты занимаешься основной деятельностью – перевозка пассажиров и грузов. Мы еще поговорим об обновлении авиапарка. У нас есть еще один телефонный звонок. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос гостю. Здравствуйте, Александр Евгеньевич. Это Лазовский Валентин Иванович. Вам хорошо известный человек. У меня такой вопрос к вам. Почему не меняют самолеты? Скажем, вот мне 21 января пришлось лететь из Оленька, туда пришел Ан-24, привез 12 человек, а оттуда улетели 14 человек. Почему бы его не заменить на меньший, на Л-410, скажем? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, Виталий, это я знаю давно. Дочь его летает у нас командиром воздушного судна Л-410. Это единственная наша пилотесса. Пилотесса, да. Вот. Дело в том, что, Виталий, если отвечать на этот вопрос в такой мере, да, Л-410 не всегда еще годен на таком длинном расстоянии. Где-то нужна будет и посадка дополнительная. Промежуточная для дозаправки. Самолет Ан-24, конечно, можно поменять что-то, да, но это не всегда бывает еще и выгодно. Хотя сегодня мы встречаемся с этим постоянно. Но расстояние населенных пунктов от населенного пункта, там, где имеется керосин и где имеется сертификационный персонал, это тоже как бы сегодня проблема. Да. И проблема еще в другом. Все аэропорты сегодня работают по регламенту. И не только аэропорты. Это сразу же аэронавигация, диспетчерские службы и метеостанции. И получается, что мы сегодня где-то можем не успеть, а где-то нужно будет тогда делать продление. А это опять лишние затраты денег. Вот как бы причин много. Завершая вот эту часть, все-таки, которая постфильмовую вот этого, да, а скажите, пожалуйста, такой, провокативный, может быть, вопрос. А свидетельствует ли неисправность туалета об исправности самолета? Помните там вот этот кадр знаменитый? Помню. Ну, в полярных авиалиниях у нас такого нет, потому что мы все туалеты поменяли и заменили на более удобные, на более качественные заводского производства. Но то, что показали по телевизору, вы знаете, существует еще
такое понятие, как отсутствие водоснабжения в зимний период. Потому что туалеты на самолетах Ан-24, они не отапливаются. Вода перемерзает, и тогда у нас там создаются проблемы. Естественно, ставится просто зимний вариант. Понятно. Для этого существует другой вариант решения, собственно. Ну говоря. да. И по поводу стакана воды, что второй попросить нельзя, это бред? Нет, дело в том, что, конечно, показал немножко не с той стороны. У нас существуют стандарты и нормы выдачи этого, воды, соков и так далее. Бывает, что в летний период это больше нормы выдается, в зимний период меньше выдается. Но если хотите попить, естественно, бортпроводница всегда имеет запас. И всегда она предложит вам попить. Конечно. Такого не бывает, чтобы мы отказали кому-то. Давайте примем еще один звонок. Будьте добры, представьтесь, из какого вы города, и задавайте ваш вопрос гостю. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Джеки Эфири. Я с Якутска. Я хотел сказать большое спасибо Александру Евгеньевичу Тарасову вообще за то, что он работает, за то, что работает авиакомпания «Полярная авиалиния». Потому что репортаж и телепередача «Журналисты. Специальный репортаж», она настолько дилетантская была. Человек, который в авиации не разбирается, он не понимает, что такое рубль в Якутске, что такое рубль на севере. И вообще, слава богу, что у нас летает авиакомпания в таких трудных условиях, в таких трудных метеоусловиях, и поддерживает летно-годность самолетов, которые уже должны быть списаны 150 лет назад. Спасибо Еще раз спасибо вам большое. Спасибо за добрые слова. Мы летали, кстати, в Магадан с правительственной делегацией. Он открывал рейс, кстати, на Магадан. Спасибо за добрые слова. Давайте, кстати говоря, я вот вчера назвал этот фильм «Путешествие дилетантов» на самом деле. Но давайте завершим вот этот вот блок, посвященный этому кино. Вы знаете, я когда его посмотрел, вспомнилась фраза Юрия Нагибина: «Полуправда – это правда для непосвященных». Ее же можно повернуть как угодно совершенно. Да? И непосвященный не поймет, что там подмена понятий происходит, что сравнивается длинное с зеленым, что нельзя сравнивать длинное с зеленым. Ну, вот. А потом очень трудно потом это все говорить другое, обратное. Ведь доказывают всегда, собственно. Доказывать очень трудно, конечно. Абсолютно. Давайте про субсидии. Государство, понятно, не может субсидировать круглогодично и все рейсы. Вы за то, чтобы, ваша позиция хотя бы, в этом отношении, надо субсидировать высокий сезон или низкий сезон, и надо субсидировать магистральные или внутриреспубликанские, но это если говорить о федеральном бюджете? Вы знаете, вообще-то, наверное, было бы мое такое мнение. Транспортная доступность должна быть круглогодичная. Во-первых, тем более у нас 3 миллиона квадратных километров. Расстояние друг от друга, я уже говорил, да? Вот, допустим, тот же Черский, это 1600 километров. И люди летают круглогодично за решение своих проблем каких-то житейских. Если не помогать населению, то тогда, конечно, ждать лета, когда эта субсидия придет, тоже вроде как смысла нет, когда лететь надо завтра. Да. То, что можно было бы, конечно, все же зависит от денег. Если в бюджете деньги есть, то тогда, конечно, можно было бы и помочь. Но сегодня ситуация такая, что ведь в республике проблем-то хватает во всех отраслях народного хозяйства, и всем надо помочь. Естественно, здесь наше, будем говорить, и правительство, задумывавшись над этим, все-таки решило и приняло решение в 2 раза увеличить субсидию с будущего года. Я думаю, что ситуация немножко выправится. Дай бог. Опять же, акцентирую внимание наших зрителей, что я не буду сейчас спрашивать Александра Евгеньевича про тарифообразование. Об этом серьезный разговор в 19:30 у наших коллег. А я хочу спросить вот о чем, об авиапарке, к нему вернуться. Замены Ан-24 нет? Сегодня нет. А в будущем, в обозримом? Мы ждем этого, потому что, вы знаете, вот был хороший самолет Ан-140. Вообще, якутская авиация, она выступает всегда пионером в освоении или внедрении какой-то новой техники. Вот посмотрите, Ан-140, Ан-3, Суперджет, Q-300, Q-400, Пилатус-6, Даймонд, Тундра Даймонд 40. Вот я уже назвал 6 типов, которые мы последние течение 10 лет осваивали. Но что-то не получилось, где-то что-то не срослось. Но сегодня на замену самолетов Ан-24 нету аналогов. Хотя вроде нам обещают, что с 2018 года начнут изготавливать самолет Ил-114. Но потянет он еще по нашим грунтовым аэродромам. Пока еще вопрос. Кстати, об этом говорил вчера
вчера в эфире был с этими словами Георгий Егоров, который говорил о том, что проведены тесты этого самолета, и они не вполне для условий Севера. Давайте мы с вами посмотрим фрагмент из интервью с ним, который не вошел во вчерашний выпуск. Якутия взяла там Ку-400, Ку-300. Кстати, вот производство Ку-300 давно прекращено, да? Но это вот, ну как вот, ну дайте что-нибудь, ну дайте что-нибудь. Ну ладно, мы возьмем вот этот Ку-300. Ну есть, опять же, вот при освоении вот данного самолета, опять же, вот очень много моментов, связанных с его эксплуатацией, с допуском на наши аэродромы, на грунтовые аэродромы, когда у нас плотность и прочность грунта там в Америке и в России считается по-разному. Вы взяли Пилатус-6. Почему? Потому что на замену самолетов Ан-2 больше ничего нормального мы не сумели найти. Не нашли. Да. Как он зарекомендовал себя? Очень хорошей стороны. Хотя, вы знаете, долго мы к этому шли, да, но и времени было очень мало для того, чтобы его как бы освоить в эксплуатации. Сегодня можно сказать, что ту задачу, которую мы как бы хотели выполнить в Среднеколымском районе, мы практически ее выполнили. Почему? Потому что ранее там эксплуатировался вертолет Ми-8, который развозил по Наслегам из Среднеколымска население по дотационным рейсам. Но население могло ждать в течение, допустим, один рейс в 2 недели. Сегодня можно было летать на этом самолете каждый день. То есть не надо ждать накопления 65%, как это требует постановление правительства Республики Саха-Якутия. А вот сегодня человек прилетел и сразу садится на самолет и улетает. В день 2 рейса выполняет. Во-первых, скорость. У него 200 км в час. Во-вторых, у него расход топлива. Если у вертолета 600 кг на час, у этого 120 кг на час. И комфорт. Но есть один только нюанс. Это регламента работы аэропорта, который не позволяет нам делать 3 рейса в день. Это раз. В-четвертых, это площадки. Слишком много площадок, которые были не готовы к приему этого самолета. И последнее, это уже для населения, да, что не можем мешками там возить. Самолет больно маленький. Александр Евгеньевич, времени вообще уже не осталось. Давайте поздравим наших телезрителей с наступающим великим праздником Победы. Я с удовольствием поздравил бы всех ветеранов войны, тыла с таким великим праздником, Днем Победы. Пожелать всем удачи, счастья, здоровья и чистого синего неба. Я только присоединяюсь к поздравлениям нашего гостя с Днем Великой Победы вас, всем ветеранам здоровья и счастья и благополучия. Всего вам доброго.